депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент Федерации борьбы России Алихан Ахметович Арсиев. И первый абсолютный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Ахмед Атавов, а также заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Москвы Магомед Гасан Абушев. В награждении участвует глава Республики Ингушетия Юнусбек Баматкиреевич Евкуров. Дорогие друзья, проводится награждение, заключительное награждение нашего чемпионата. И мы сообщаем, что бронзовую медаль в этой весовой категории завоевал Расул Магомедов из Дагестана и мастер спорта международного класса из Красноярска Юрий Елановский. Награды вручает олимпийский чемпион Магомед Гасан Абушев. Бронзовые медали, дипломы третьей степени и денежные премии в размере 210 тысяч рублей вручается бронзовым призерам. Второе место в этой весовой категории завоевал представитель команды Москвы, параллельный зачет Ставрополь, Владислав Бойцаев, ЦСКА. Награждает его абсолютный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Ахмед Атавов. Кстати, единственный пока абсолютный чемпион мира, поскольку соревнования на это звание не проводилось с тех пор. Чемпионом России в полутяжелом весе стал заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, Дагестан. Вручает ему награды депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент Федерации борьбы России Алихан Ахметович Арсиев. Золотая медаль, диплом первой степени, высшая премия 450 тысяч рублей. Вручается Абдурашиду Садулаеву. Награждается также его тренер золотой медалью денежной премии Шамиль Амаров. И вот смотрите, какой замечательный подарок. Российский танк получает наш российский танк Садулаев.
Великолепный. Так, уважаемые телезрители, вот таким получился 25-й чемпионат России по вольной борьбе. И я с радостью называю имена триумфаторов. 57 килограммов Завур Угуев, 61 килограмм Гаджимурат Рашидов, 65 килограммов Алан Гагаев, 70 килограммов Магомед Хабиб Кадимагомедов, 74 килограмма Хитак Цаболов, 86 Владислав Валиев, 97 Абдулрашид Садулаев и 125 килограммов Анзор Хизриев. Вот имена триумфаторов этого чемпионата, и именно этим спортсменам с большой долей вероятности предстоит защищать честь нашей страны на чемпионате мира во Франции. Вместе с вами борьбу смотрел комментатор Алексей Володин. Любите спорт, друзья, и он обязательно ответит вам взаимностью. Дамы и господа, ваши аплодисменты Амурдану Бетарову, тренер Адама Барахоева.